Камера 1, дубль 1. Достар, оразға сәлемдер. Подкастымызды давам етеміз. Сіз Альба YouTube каналында. Бүгін біздің қонақта. И сәлемсіз, менің есімім Альбина. Мне 27 лет. Вся моя жизнь была всегда наполнена творчеством. В 1,5 года я уже разговаривала предложениями, в 2 года я знала все детские стихи, даже прозу. В 4 года я уже читала и писала, знала все детские песни. И с 6 лет начала изучать английский язык. И как-то все вот завертелось, закрутилось. Театральная студия, музыкальная школа по фортепиано с красным дипломом. Я его выгрызла буквально вот кровью и потом. Потом иностранные языки. Русский, татарский, турецкий, английский, немецкий. Читаю на итальянском, французском, испанском. Но это так, если по мелочи. Что еще? Театралка, фортепиано, вокал отдельно, плюс еще хор, путешествия, фотография, автомобили. И выучилась на тележурналиста, на телеведущую. Но пока что не состоялась. Ты, кажется, та самая подружка, которая везде все успевает. Да. Хорошо. Я услышал, ты знаешь турецкий язык. Да. Хорошо. Ну, не как носитель, ну так. Давай передай привет нашим зрителям на турецком. Herkese merhabalar. Biz burada çekim yapıyoruz. Ben Albina, benim arkadaşım Bay. Bu arada o kadar bir enteresan ismi. Çünkü Bay bizim dilde o zengin oluyor. У меня мурашки. Тоже мурашки. Очень. Кстати, классная тема. Еще какой язык? Итальянский я услышал? Читаю, да, на итальянском, французском, испанском. Но еще есть прикольный момент. Раньше мы очень часто путешествовали по Европе, и Италия – это наша самая любимая страна нашей семьи. И так как это все построено на латыни, было прикольно так очень легко запоминать, и в путешествиях ты мог как-то разобраться, туристический какой-то у тебя словарик всегда был в голове. Это очень. прикольно. У нас, видите, какие алтын хатындар тут. Поэтому вот. Татарстан села. О, Татарстан. Супергуд. Супергуд. Хорошо. Я узнал, с языками все хорошо. А как с татарским языком у тебя? С татарским, в принципе, тоже неплохо, но у меня нет такой привычки именно полностью говорить. То есть, ну, как собака. Хорошо понимаю, но ртом сказать не могу. Ну, не прям не могу. Так как я родилась и выросла в Казани, у меня больше такой уже какой-то литературный язык, но в то же время я люблю играть татарских деревенских бабушек. Вот это моя любовь, татарские деревенские бабушки. Сыграй-ка нам, например, давай, я не купил куштяныш. Забыл просто вот. Oğlum yarar indi olmadın indi yarar min seneyinde şonda yaratan mene peşini ol mene şey hazır birele oğlum mene ay boyum benim ayda indi mene selametlik sana merhametlik azağımır hatınına mene küp akşatelim sana merhamet kilerimim de karalı olun sana kuştanış olmadı ende uzine mene hazır tamatlar kıyarlar mene hazır sana bütün sizde boğa oğlum eyde malı eşinde malades. Рахмет, Аби, рахмет. Какие? Мы поняли только томатлар, но классно. Спасибо. Нет, я в шоке. Ты вообще молодец. Афарин. Афарин. Куштанеш вы знаете. Самое главное слово. Все, татарский. Если кто не знает, да, куштяныш это обязательно, если кому-то идете в гости, нужно взять с собой куштяныш. На русском языке переводится как гостиница, либо нефиг идти в гости. Это Конечно. Да. Это харам. Нет, на самом деле насчет гостинцев, вот не знаю, как у остальных, но у меня вот как-то я выросла в таком порядке, что всегда мы приезжаем с гостинцами. То есть, не знаю, мне было лет 5, наверное, мы едем куда-то, у нас всегда вот едем в Бахетле, на Павлюхино, либо на Зорге, 2 огромных пакета от фруктов до десерта, всегда вообще. То есть, ну, можно было отдельно стол приготовить. И у меня сейчас как-то это вот на автомате происходит. Даже если я зайду к человеку просто там буквально на 10 минут, я все равно хоть что-то с собой принесу. Но это уже как-то на автомате все происходит, я не могу никак вообще прийти. У меня даже было такое, что у меня на карте было рублей 300. И Ты купил шак-шак.
Да, на 250 я купила куштанеш, 50 оставила на проезд. То есть у меня не было выбора. Или Последние деньги. хайер мулагайба, и то. Хайрли Габлсон, как говорится. Я понял, у тебя очень бурная жизнь, и ты очень чтишь традиции. Скажи, пожалуйста, когда ты бываешь за рубежом, проявляется ли или пробуждается ли в тебе татарка? Конечно, пробуждается, когда надо кого-то обсудить. Всегда, абсолютно. На самом деле татарский язык – это уникальная возможность поговорить о чем-то своем, когда рядом могут быть наши соотечественники, потому что очень много раз бывало такое, что у нас с мамой возникал какой-то вопрос, и мы находимся за рубежом. Главное, чтобы не Турция. И если надо что-то там обсудить, что-то про кого-то сказать, и мы такие, так как мы ездим отдыхать, к сожалению, ненадолго, максимум дней 10-14, потому что у нас отец не может больше 7 дней находиться где-то, кроме дома. В прошлом году я на месяц уехала в Москву, вообще уехала без обратного билета, потому что, так захотелось. Вот. И где-то на второй неделе я очень сильно заскучала по Татарстану. Я каждый день слушала татарские песни, но не попсу. К счастью, у меня и моих родителей есть вкус. Меня не растили на татарской попсе. Excuse me. Марат Яруль, не обижайся, я тебя люблю. Потом мы слушали всегда только романсы. Это в исполнении Хайдара Бигичева, Ильхама Шакирова, Эльфии Авзаловой и так далее. И это мои любимые исполнители. И я вот действительно слушала их, пела, пока мыла посуду, пока там прибиралась или еще что-нибудь. И у меня действительно вот эта вот скупая слеза крови татарской, она действительно протекала, потому что я чувствовала, что вот родная земля, вот она меня зовет, я по ней скучаю, и что мне действительно нужно когда-нибудь вообще вернуться. Вот я вот вернулась спустя месяц. Но действительно, татарские песни, татарские приколы, какие-то татарские мемы и тогда... Мемы. Как правильно? Мемы? Постоянно мемы, и поэтому всему я действительно очень скучала. И потом, когда я прилетела, получается, в Казань, я просто выхожу из аэропорта, связь не ловит, ничего нет, такси не едет, я просто так выхожу с чемоданом. И я вдохнула, да, этот запах, вот татарстанский запах нефти и чак-чака, да. Нефть и чак-чака. Получается, та самая девушка, которая снимает рилсы, вот едет в Татарстан, там дороги такие, тут табличка Татарстан, и сразу. Ровная дорога, все, патриот. Каждый раз, когда прилетаю, Казань, наш вот герб, все вот так вот красиво езжаем, и обязательно через Миллениум. Не Миллениум, буква М. Хорошо. Случайно с собой не таскаешь за рубеж флаг наш? Случайно. Случайно. Просто бывает у всех такое. Идешь и флаг с собой возьму-ка. Да, конечно. У меня был чехол с татарским флагом. Читается? Конечно. Вот она. О как! О как. О как! О как! Хорошо. Я понял, что ты вообще как бы в контексте все знаешь про... В материале. Да. Что ты знаешь, так скажем, про отношения к женщинам у татар? Именно какой у тебя в этом плане семейные отношения, каким ты видишь именно у татар? Ценности, может, какие-то? Опять же, смотря у каких татар. У городских, у которых уже границы чуть-чуть более расширены, либо у деревенских. Давай. Ты с Казани? Да. Тогда давай городских попробуем. Я думаю, что городские татары сейчас уже более становятся светскими. Опять же, я не могу говорить за всех. Я живу Чисто твой опыт. Чисто твой опыт. Потом про это поговорим. Чисто твой опыт. Да, чисто мой опыт. Я нахожусь среди людей, где действительно достаточно равноценные отношения между супругом и супругой, и насыщенная жизнь. Они стараются посещать вместе и концерты, и работу, и общее дело у них на двоих есть какое-то. И я бы сказала, что отношение к женщине достаточно хорошее. Я увидел у тебя на руках какой-то красивый браслетик. Что это? Расскажи нам, пожалуйста. Это якутское серебро. Я являюсь большим фанатом таких интересных украшений. Каждый год раньше мы ездили на ювелирную выставку. Будет реклама. Я не помню, как называется. И конкретно от якутских умельцев у меня очень много украшений. Это такие кольца, и браслеты, и серьги. Тоже огромные у меня были. Сейчас не они. А почему ты ее решила купить? Чем она тебе захотелось?
Мне нравится что-то оригинальное, что-то нетипичное, что-то, что имеет за собой какую-то историю, что несет какой-то вот культурный код, какой-то смысл. И это на самом деле очень-очень для меня интересно. Именно поэтому я решила выбрать не какие-то вот вензеля, кружева, а вот именно что-то такое вот. А замечали у бабушек, у абеляр, у них вот на руках такие? Видели когда-нибудь? Видели что-нибудь? Тоже. А? Щелпы тоже. Щупы, да. Как думаете, зачем они одевали вот это все? Или одевают сейчас, еще как продолжают? Ну, вариант просто я... У меня две версии. Две версии, давай. Первая – это как какая-то сила рода, возможно, какая-то семейная реликвия. Либо, если там, возможно, есть какие-то свисающие элементы на этих браслетах, думаю, функция практическая такая же, как у и щулпов, чулпы. Когда девушка идет, чтобы это все звенело, чтобы это было всем слышно, и мужчины, которые слышали этот приближающийся звон в свою сторону, они отворачивались и не смотрели на женщину. Да ладно. Это очень Вот две версии. Сейчас я вам, да, все. Чуть-чуть расширю, ты абсолютно все права, все четко. Тоже опять-таки древние традиции, мифологии, древний мир. Это защита от нижнего мира. Угу. Да. Круто. Основная функция для этого делали. Добавлю тоже, чтобы понятно было, в славянской мифологии у девчонок они красили свеклой, румянцы делали. Да. Обращали внимание? Вот. И сейчас уже забыли, и потом так вот еще дорисовывали здесь, как у Джокера. Наверное, вы не видели? Это очень такой древняя традиция была. Она утрачена уже, как понятное дело, или забыта. Для чего это делали? Отпугивать. Отпугивать, да. Ну, наверное, и не только, да. Еще как бы другие миры, чтобы не трогали. Ну, вот это такая вот мифология, раньше так было. Вот. У нас вот так вот делали. Есть в этом правда, потому что даже если мы вспомним про такую штуку, как ловец снов, там посередине есть отверстие. И как раз же вот все негативное рассеивается по этой окружности, а все нужное, все полезное, все благоприятное, оно идет через это отверстие. Здесь как раз тоже, здесь все на отверстиях. И у меня есть такие же серьги, тоже посередине отверстия, тоже с орнаментом. Точно. Вот корни оттуда растут, на самом деле, у всего. Еще есть щупы, обращали внимание, сейчас вот это мне одна девушка тоже подчеркнула, у кого я брал интервью, у африканки, сейчас тоже приведу пример, волосы беречь от сглаза. Сейчас, в исламе надевай платок, а раньше монеты. Монет, чтобы туда именно взгляд уходил. У африканок вообще нельзя трогать волосы. То есть я брал в прошлый раз, она говорит, вообще нельзя трогать наши волосы. Прям, табу, короче, это типа запрет. Просто у них запретили и все. Вот такие. То есть даже если они за рубежом, все равно... Да, нельзя. Там много вещей, вот поэтому как бы волосы закрывают. Это не только женщины, и, в принципе, у мужчин также такое же правило. Вот. Интересно. Да, это на самом деле все интересно, и поскольку мы уже коснулись мифологии, давай чуть туда уйдем, если ты не против. Ага. Следующая наша фраза. Попробуем. Я понимаю, что, наверное, здесь будет чуть сложнее, но я помогу, и тут есть пару прикольных фишек. Я думаю, вам понравится. Все-таки женский пол, поддержим своих. Хотя бы в преддверии праздника, Да, господа. Уважаемый Жемарат, Альп Хатын, в принципе, сразу вспоминается сериал Альп Арслан, Великие Сельджуки. И, в принципе, Альп, я думаю, это как тоже некое название, как иерархия. Альп, типа Альп самый главный. У меня такая версия. Да? То же самое. Альп Кадын, Да. Альп Арслан и так далее. Вот так прям. Арслан. Смотря сколько details. Details в этом пиджаке. А сейчас объясню, тут надо расшифровать. Она правильно все говорит. Олып это вообще переводится как великан. Но в нашем случае это олып чисто великан. А если олып хатын или олып батыр, значит прям богатырь, это амазонка. Во время Волжской Булгарии, это более сохранившейся информации, была личная охрана у ханбике. Вот олып батырлар туда брали. Олып хатындарны, они уже были такие прям наравне с мужчинами дрались. То есть их называли амазонки. Сейчас современным языком амазонка, а вот на тюркском языке будет олып хатын. Вот такие моменты. Вот, например, тоже картинку сделал небольшую для иллюстрации. Еще одно было право у женщин. Если не хочешь выйти замуж за мужчину, ты можешь наравне с ним
посостязаться. То есть отец говорит, вот выходи за него замуж, ты говоришь, нет, не хочу. У женщин было одно право. Есть расстояние, тебе дается платок, вы оба на коне, мужчина, ты соревнуешься, ну, как бы там заранее там, принимается. И кто, ну, она должна доскакать до финиша, мужчина догоняет на коне. У руках платочек. Мужчина должен забрать этот платок. Ага. Вот. Если она не хочет и первым доскакала туда, она имеет право не выходить замуж. Да. Вспомнила, я слышал тоже про этот обычай. Надо конкурс для феминисток сделать такой. Да, это такая была традиция. Я думаю, наверное, это был когда-то прям, может, и популярным. Может быть, только вот таких ханов проводили все-таки. Ну, такая как будто игра. А последующий, мне кажется, даже превратилась, может, в народную игру. Потому что у тюрков очень принято на коне что-то делать, скакать туда-сюда, играть в такие вещи. Вот. Это как раз-таки еще одно как бы доказательство того, как уважали женщин в те времена. Дальше переходим. Мне кажется, мне очень повезло, потому что ты очень хорошо должна перевести это слово. Да. Да, что значит это слово? Костер. Угу. Огонь. Да. Ну, ущак, кстати, на русский язык тоже переводится как очаг. А, точно, да. Да. Ну, ты правильно поняла, это костер, да. Ущак. У меня просто в русский язык голова, возможно, иногда не так хорошо работает, как в тюркский. У нас с русским языком очень много похожих слов. Берем друг другу, взаимодействуем. Сундук, башмак, там очень много их, короче. Стель, стол, ну. Да. И вот, в принципе, откуда это слово возникло. Вот все идет отсюда. Середина. Юрты. Да. Ущак – это середина. Вот, если посмотреть на юрту сверху, это, в принципе, как наша галактика посередине Солнца и вокруг планеты. И, ну, раньше же они все жили в юртах, не было вот этого, как бы, ну, как сейчас, да, вот таких домов квадратных, так скажем, поскольку они были кочевые. И когда мы заходим в юрту, посередине, соответственно, очаг, учак, оттуда и все пошло. Семейный очаг, кстати, слово. И... Все собирались вокруг него, это середина всего, да, собрания. Да. И помните, я говорю, что слева, вот женщина обычно, когда в юрту заходили, всегда с левой стороны располагали женские вещи, справа мужские. Было такое разделение пространства, равномерно, кстати, поровну. Ну, как бы тут, конечно, тут было ружье. Сейчас, наверное, в современном мире была какие-нибудь PlayStation. Да. И, исходя из этого, переходим, кстати, к следующему еще этапу. Помните, не знаю, слышали или нет, говорят, почему утром я не делал? Мама до сих пор мне так говорит. Сейчас переведем. 27 лет уже. Да, это означает то, что не садись за угол, не выйдешь замуж в течение 7 лет. Я, кстати, уточню, может, ты подскажешь. У русских также есть такие поверья? Да? Так же? Да. Это тоже интересный момент. Вот я насчет русской не знаю, как там, да, что именно означает. Возможно, аналогично тоже есть. Не выйдешь замуж, да, нельзя сидеть. Ну, Там не говорят в течение скольки лет. 7 лет просто нас не говорят, да, просто не сиди. Прикольно. Это, мне кажется, очень хорошая вещь. И не только, в принципе, женщинам, мне кажется, и мужчинам. Раньше, помните, обратите внимание, как дома были? Они без углов. Да. Углов просто нет. И для них, во-первых, было странно, вот так вот в углу сидит человек, да? Во-вторых, вот этот угол, он же как будто бы тебя... Пронзает. Да, пронзает, как бы энергетическое деление. И, в принципе, если тут сверху нарисовать даже как угол, если бы я сейчас сидел тут, а, например, одна семья, а здесь одна семья, я как бы не отношусь ни к одной семье. Вот тоже есть такие моменты. Касаемо юрты, вот, это вот очень такие интересные моменты. Я это веду к тому, что вот наши слова, которые мы сейчас используем, они пришли из древности, просто вот забыли их, откуда все родилось, как вот этот очаг, ущак, почему, как бы, хойля ущага, почему семейный очаг, например, называют, да? Вот такие вот моменты, все туда идет. Сейчас я посмотрю дальше еще. Этот момент хочется вот как раз, я хочу, чтобы ты прочитал и озвучил нашим гостям тоже, особенно мужчинам. Cennet enilerinin ayak астында. Рай находится на каменном теле. Вот. Теперь, надеюсь, эта фраза для вас стала еще, наверное, понятнее. Это все-таки наш древний мир, мировоззрение. И, в принципе, такие вот есть у нас традиции отношения к маме, поэтому мы женщин очень уважаем и любим. У мам, да, особенно. Вот. Теперь, я надеюсь, у вас появилось новое представление, как раньше времена относились к женщинам особенно. И вот это вот
равноправие между полами, которое было особенно в СССР популярно, да, нет вот разделения, мужчины, женщины, там все наравне работаем, вот это все. Это вот тоже в древности очень давно-давно было у тюркских народов. Ну, я скажу, у тюркских народов был, я про другие народы не изучал, не знаю, я думаю, наверное, у других тоже было что-то подобное. Я еще вспомнил кое-что. Ни один правитель не мог начинать войну без согласия жены. Опа. Да. О, как. Да, это был такой советник, короче. Но я против такого выступила, конечно. Это было даже связано чуть-чуть с тем, что они могли, ну, поскольку это были шаманы, они могли колдовать и посмотреть будущее, как война закончится, например, да, такие вещи, поэтому такой стратегический ход. Классно, молодец, ты прям заряжаешь меня и, мне кажется, всех просто зарядила, умничка, круто. Мне очень приятно. И вы меня очень-очень заряжаете. На самом деле, великолепная съемка, замечательные девчонки сегодня собрались, офигенный бай, очень свой, очень комфортик такой классный, приятный, очень подкован в истории, очень подкован в создании классного контента. На самом деле, получаю большое удовольствие от этой съемки. Спасибо. Надеюсь, не последний раз. И вас тоже на следующий раз всех жду. Друзья, приходите на наши открытые съемки подкастов, подписывайтесь на наш канал и давайте продвигать свою культуру. Бірге болайық, айырым тұрайық. Точно. Ставьте лайки, огонечки, колокольчики, подписывайтесь. Все, спасибо. Сохранять. Классно? Классно. Так, 2 минуты перерыв, кому надо, и...